Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марферина Алексеева в программе News on Air. И сегодня вы узнаете о первом национальном якутском детском балете, о новых турпоходах в нашей республике и о подготовке кадров специально для Арктики. Давайте же приступим. 16 и 17 июня в Якутии состоится третий международный конкурс «Хамусис. Виртуоз мира». В масштабном мероприятии примут участие более 42 кандидатов из 14 стран и 10 регионов России. Якутии представят 9 участников, которые прошли отборочный тур конкурса прошлой осенью. У международного конкурса «Хамусист. Виртуоз мира» есть своя давняя история. Он состоялся всего 2 раза в городе в Якутске во время проведения международных конгрессов фестивалей хамусной музыки. По итогам 2 предыдущих конкурсов звание «Хамусист. Виртуоз мира» удостоилось 18 исполнителей, представителей России, в том числе и Якутии. Финансируется за счет федерального гранта, это президентского гранта, фонд культурных инициатив. И уже сегодня мы закрыли сбор заявок и уже утверждены все участники. А так, кандидаты из Республики Саха-Якутия, отборочный тур прошел в прошлом году. Это еще осенью мы отбирали. Там приняли участие около 18 хомусистов. И в итоге были допущены 9 наилучших наших исполнителей. В Якутске проходят премьерные показы детского якутского балета «Сказочная долина» на сцене Государственного театра оперы и балета. Это первый национальный балет для детей от Кирилла Герасимова. Давайте подробнее узнаем о первом национальном балете для детей в Якутии. Сюжет спектакля заимствован из народной сказки и пьесы поэта Якутии Ивана Гоголева. Он рассказывает о любви земной и небесной, которая, преодолев невозможные препятствия, смогла сохранить себя благодаря смелости, терпению и щедрости души героев. Большинство исполнителей – ученики и студенты Якутской балетной школы. В главных партиях – артисты театра оперы и балета Елена Посельская и Леонид Попов. Для них это особенные роли. История очень интересная, она с таким национальным колоритом, да, очень интересно было, да, я сначала исполняю роль птицы, потом превращаюсь в девушку. Исполнять национальный детский балет – это очень такая большая честь для меня в столетии нашей республики, это очень здорово, очень волнительно. Еще одну главную роль в спектакле 2-й год подряд исполняет ученик Якутской балетной школы. Этот персонаж вначале капризный такой, не хочет работать, весь усталый, но в конце у него появляется совесть, и он становится таким правильным мальчиком. Очень много репетировали. Я рад очень сильно. И то, что именно из всех 100 детишек меня выбрали. «Сказочная долина» – это совместный проект балетной школы, Государственной филармонии и театра оперы и балета. Была проведена огромная работа. Это от написания либретто до написания самой музыки. Замечательная классическая национальная музыка композитора Кирилла Афанасьевича Герасимова, которая была поставлена именно с хореографом, со мной, да, что очень ценно и важно. Получилось полноценное профессиональное балетное полотно. Премьерные показы балета «Сказочная долина» прошли на ура. Артисты продемонстрировали все свое умение. Помимо спектаклей на якутской сцене, студенты балетной школы становятся лауреатами и дипломантами многих международных и всероссийских конкурсов. Это показывает, что балетное искусство в Якутии держит правильный курс, работая в ногу со временем. Кристина Якупова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Центром турмаршрута «Путь Кулаковского» станет усадьба Семена Барашкова в Хангаласском районе Якутии. Новый туристический маршрут «Путь Кулаковского» проложат по местам, где жил и творил Алексей Кулаковский. А центром маршрута станет усадьба Семена Барашкова в Хангаласском районе. 110 лет назад основоположник якутской литературы просветитель Алексей Кулаковский работал учителем у своего друга Семена Барашкова. В усадьбы были внедрены передовые технологии. Это электричество, паровая мельница, школа и даже больница.
Именно здесь было создано послание «Письмо якутской интеллигенции». Для этого из Покровска в село Кочекадцы планируют вернуть дом купца и мецената, а после провести реставрационные работы. Также будет воссоздано образцовое аграрное хозяйство в местности Булус. Восстановят водяную мельницу. В маршруте также войдут ледник Булус, водопад Курулур, этнокомплекс Самартай и комплекс Турукхая. Ожидается, что это привлечет туристов не только из других районов Якутии, но и других регионов России и даже иностранных стран. По программам «1000 дворов» в Якутии появится более 120 новых благоустроенных дворовых территорий, 75 из них в столице Якутии, остальные в муниципальных образованиях. На эти цели выделено около 900 миллионов рублей. Вообще, организация благоустройства всегда очень значимое событие для населения. Давайте узнаем, какая же работа будет проделана. В конце этой недели в 75 дворах столицы начнутся работы по возведению и капитальному ремонту дворовых территорий, детских и спортивных площадок. На благоустройство одного двора выделено от 8 до 10 миллионов рублей. Жители домов самостоятельно подавали заявки для включения их двора в программу, и после отбора общественной комиссии перечень домов, попавших в программу, был утвержден. Капитальный ремонт дворов и площадок мы на сегодняшний день рассматриваем как и частичное благоустройство. Да, если мы видим, что двор действительно очень хорошо благоустроен, и они фактически ведут хорошо свой двор, благоустраивают, мы можем рассмотреть непосредственно обустройство спортивной или детской площадки. Но есть, конечно, дворы, где полностью отсутствуют какие-либо виды благоустройства. И тут, естественно, мы уже подходим полностью с нуля, демонтируя все старое, и с нуля проектируем новый двор в соответствии со всеми требованиями по функционалу. Еще 49 новых дворов с игровыми площадками появятся в 37 муниципальных образованиях. Во многих маленьких населенных пунктах до этого времени детские площадки отсутствовали, и для жителей это, конечно, значимое событие. В маленьких селах, да, это вообще беспрецедентный такой у них сейчас выделяются вообще вот огромные средства. Ну, для них это огромные средства, и вообще в некоторых районах даже не было детских дворов. Поэтому это, я думаю, для развития районов это вообще огромный вклад. По всем объектам фактически 80% уже заключены контракты на строительство всех дворовых территорий. Уже в конце этой недели или в начале следующей подрядчики приступят к работам на первых площадках. Завершить все работы планируется к октябрю 2022 года. Александр Хавренко, Григорий Хлопков, Якутск. В Якутии будут запущены новые образовательные программы. Якутский центр подготовки рабочих кадров «Арктика» анонсировал планы по созданию новых образовательных программ по специальностям, востребованным в северных районах Республики Саха. В рамках этих программ будут подготовлены специалисты в сфере портовой и транспортной инфраструктуры, промышленности и сельского хозяйства. Так, в Болунском районе республики будут развернуты масштабные строительные работы, связанные с восстановлением морского порта Тикси, значимого звена логистической цепочки Севморпути и созданием оборонных объектов. А вот в Верхоянском районе развивается добыча золота и ряда других металлов. В Жиганском, к примеру, рыболовство и оленеводство. В целом на севере субъекта идет сооружение дорожной инфраструктуры, также требуются квалифицированные кадры. На этом наш выпуск подошел к концу. Встретимся завтра в это же время в эфире телеканала «Якутия-24». До встречи в эфире!